А короткое сниму. Времени тут мало, оказывается, даже 5 минут нет. Вчера смотрел хоккей, как играли наши с Металлургом, да? С Металлургом. Да, с Металлургом. Вот, Магнитогорский Металлург. Ну, как-то небрежно играли. Но я никоим образом не хочу плохого сказать про нашу команду. Они молодцы. Они тяжелое такое испытание выдержали. На Дальний Восток слетали. Несмотря на разницу часовых поясов, они молодцами. Настоящие батыры, богатыри, молодцы. Вот, как бы не сглазить. И даже если, не дай бог, они и завтра вот проиграют, нет, они вот уже первое место за собой закрепили, и это вполне понятно. Потому что сейчас важный в плей-офф, достойно им сыграть. Поэтому я особо, знаете, когда у меня есть повод там про наших игроков сказать, насколько они небрежно, там, неряшливо играют, там, значит, еще допускают нарушения, я могу в некоторых случаях, значит, действительно в их адрес выразиться вот как-то от души, вот не всегда в положительном плане. А что касается вратарей, нет, вот вчера он там, значит, чисто у него получилось там на автомате, он не рассчитал, наш вратарь, и, значит, это перехватил с Металлурга игрок там, нападающий, и поэтому нормально это, ничего страшного. И вообще я всегда считаю, что вратари это адский труд. Адский труд это действительно, в отличие от других игроков, вратарь он всегда тяжкую ношу несет, постоянно на нервах. Игроки все-таки сидят на скамейке, отдыхают. А вратарь он все время в напряжении, не знает, когда прилетит, откуда прилетит. И когда мы, знаете, некоторые люди такие очень себя показывают как бы с умной стороны, вот как умные такие, разборчивость, вот, значит, как он не заметил шайбу. Понимаете, мы с разных ракурсов видим. Нам сверху показывают, мы там как на ладони все видим. А вратарь он, люди стоят, я иногда, да, вот когда стоят наши перед воротами, перед своими, я даже переживать начинаю, думаю, ну сейчас прилетит ведь. Если вон, допустим, даже наших бы там не было у ворот, да, защитников, то вратарю, может быть, даже в некоторой степени легче было бы. Он бы хоть увидел, что шайба там летит. А так между ног летит шайба у них, да. И свои же, кстати, и иногда вот невольно становятся пособниками забитой шайбы. На Дальнем Востоке вы показали высший класс. Мы низкий вам поклон, дорогие акбарсовцы, молодцы. Мы от вас ждем новых побед. Надеюсь, вы не подведете, оправдайте наши ожидания. Татар говорят, замечательная поговорка. Ашаган бельмей, тураган бля. Ну, может, это все-таки и в данном случае подходит. Кто играет, тому, конечно, виднее. Он все ощущает, всю тяжесть этой игры. А мы со стороны смотрим, нам, конечно, проще все. Как говорил Руставели, каждый мнит себя стратегом в виде боя со стороны. Ну, хотел к игрокам обратиться. Если вы сами забили гол, да, и потом нарушили, и в меньшинстве наша команда сыграла и пропустили, да, то по нулям все это. Но когда, значит, кто-то, вся команда надрывалась, и кому-то удалось забить, а потом кто-то нарушил, и за него в меньшинстве сыграли и пропустили, это уж, конечно, ни в какие ворота не лезет. Извините за прямоту. Некоторые вот есть команды, когда и у нас играем, вот, зеленый дерби, они пропустят и сразу вдохновенные начинают настойчиво идти в атаку. Забьют тоже настойчиво. А у нас, к сожалению, иногда парочку забьют, успокоиться. А если пропустят, все, уже духом пали. Дорогие акбарсовцы, у вас замечательный тренер, как бы не сглазить, да. И дай вам Бог от начала до конца с честью выдержать это испытание тяжелое, плей-офф. Пожалуйста, сохраните и приумножьте честь нашей республики, нашего любимого Татарстана.